В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главные сегодня. Служа России. Поздравляю вас с 25-летием объединенной группировки сил по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе. 25-летие отмечает объединенная группировка войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе. Герои Отечества. Подготовка на высшем уровне. Всего достаточно. Инструктора опытные, хорошие. То есть тактически мы полностью будем подготовлены. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Точная медицина. 24 компании из разных регионов России собрались в Грозном, чтобы представить свои новейшие медицинские приборы и оборудование. Вопросы эффективного управления медицинскими организациями обсуждали сегодня в Грозном на конференции. Первый заместитель руководителя администрации главы правительства министр Хадижа Кадырова выступила с приветственным адресом от главы Чеченской Республики на пленарном заседании 4-го Евразийского женского форума. Вместе с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко они повязали ленты к символичному дереву. Мероприятие проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Участники – женщины-парламентарии, представители исполнительной власти и общественные деятели из различных стран. В течение 3 дней они будут делиться опытом и презентовать новые идеи в различных сферах специально для прекрасной половины человечества. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые участницы и гости 4-го Евразийского женского форума, искренне рад поприветствовать вас на таком достойном и благородном мероприятии. Евразийский женский форум является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин и лидеров со всех континентов планеты для диалога и выработки совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, продвижения социальных благотворительных проектов. Приятно отметить, что проведение форума с самого первого года поддерживает президент России Владимир Владимирович Путин, что придает мероприятиям высокий статус. Евразийский женский форум позволяет донести до всего мира солидарную, созидательную позицию мирового женского сообщества. В наши дни женщины активно развиваются в политике, экономике, бизнесе, и это настоящий прорыв современного общества. Нет сомнений в том, что на полях Евразийского женского форума объединились самые достойные представительницы мирового женского сообщества, которые преследуют глобальные цели. Хочу отметить, что в Чеченской Республике женщине отводится почетная роль и создаются все условия для ее развития. Сегодня в регионе женщины руководят крупными организациями, возглавляют ключевые проекты по улучшению качества жизни населения, развитию экономики и социальной сферы, активно занимаются общественной и благотворительной деятельностью. Выражаю слова искренней благодарности за то, что вам удается сохранять семейные ценности и в то же время вкладывать себя в развитие мирового сообщества. Убежден, что принятые решения по итогам форума найдут свое продолжение в вашей дальнейшей практической деятельности. Желаю вам успехов и плодотворной работы, счастья, здоровья, радости вам и вашим близким. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Мы еще раз убедились, что в традициях чеченского народа, как и народов других Российской Федерации, глубочайшее уважение к женщине. В Чеченской Республике даже есть праздник отдельный, День чеченской женщины. Я думаю, что да, этот пример, он хороший для других регионов. И Хадижа Рамзановна Кадырова – это хороший пример, яркий, женщин на уровне принятия решений. Очень много женщин, действительно, как и было сказано в приветствии, сегодня занимают очень активную
жизненную позицию, участвовать активно в развитии республики. Объединенная группировка войск по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа – важный орган управления, который смог наладить плодотворное взаимодействие между различными службами и эффективно выполнить поставленные задачи. Об этом говорится в приветственном адресе главы Чеченской Республики к военнослужащим, собравшимся сегодня во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева на мероприятии, приуроченном к 25-летию со дня образования подразделения. Отличившихся бойцов наградили высокими государственными наградами. Репортаж Медины Мударовой. С рабочим визитом в Чеченскую Республику прибыл заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками Национальной гвардии страны генерал-полковник Алексей Воробьев. В столичном аэропорту гостей встретили председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов и вице-премьер по силовому блоку Абузайд Висмурадов. Оттуда они направились на площадь имени Ахмата Хаджи Кадырова. Гостям показали выставку трофейной техники стран НАТО, привезенной из зоны проведения специальной военной операции. Возле каждого из 17 экспонатов размещены таблички с тактико-техническими характеристиками. Здесь у нас представлены две модели автомобиля «Козак». Здесь у нас данный автомобиль без десантного выхода сзади. Вот этот автомобиль уже имеет десантные двери позади. Далее официальные лица направились к мемориалу памяти погибших в борьбе с терроризмом и возложили корзины с цветами. Затем гости прибыли на торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. У входа делегацию встретил симфонический оркестр под руководством Валерия Хлебникова. Также гостям продемонстрировали фотовыставку с изображением деятельности объединенной группировки войск. За 25 лет существования объединение проделало огромную работу по обеспечению безопасности на Северном Кавказе, борясь с экстремизмом и терроризмом. Безупречный боевой состав и высокий профессионализм военнослужащих отметил Алексей Воробьев в своем приветственном слове. По поручению главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Золотова Виктора Васильевича поздравляю вас с 25-летием объединенной группировки сил по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе. Результативность деятельности ОГВС обеспечивается благодаря всесторонней поддержке уважаемого главы Чеченской Республики, героя Российской Федерации, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова и других руководителей республик Северного Кавказа. Высокий профессионализм, мужество, отвага и личные заслуги бойцов и командиров не раз отмечались и высоко оценивались руководством страны. А затем председатель правительства региона Магомед Даудов зачитал приветственный адрес от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Дорогие коллеги, товарищи офицеры, 25 лет назад наши враги хотели отколоть кусок территории от Российской Федерации, используя Чеченскую Республику. Иностранные силы пытались развалить страну изнутри, посягая на ее целостность. Агрессивно стали продвигаться идеи ваххабизма и экстремизма. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, да примет Аллах его шахаду, открыто выступал против этого беспредела, который грозился переброситься и на другие регионы Российской Федерации. Все эти события вынудили принять ряд стратегических мер, в том числе и формирование объединенной группировки войск, которая сегодня отмечает 25-летие. ОГВС – важный орган управления, который смог наладить взаимодействие между разными службами и эффективно выполнять поставленные задачи. Группировка провела около 70 тысяч спецопераций, ликвидировала более 1500 бандитов. Последняя банда террористов в Чеченской Республике была уничтожена в 2021 году. И сегодня мы живем в самом безопасном регионе большой и сильной страны, которую руководит дальновидный и опытный мировой политик, наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, поздравляю вас с 25-летием. Желаю мирного неба над головой и успехов в служении нашей Родине.
глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров. По поручению президента Российской Федерации поощрили военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в специальной военной операции, вручив торжественные награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Прапорщик полиции Идрисов Адам Исаевич, полицейский стрелок отряда мобильного особого назначения Ахмат-1. Военнослужащие счастливы быть в числе награжденных, но самая главная награда – это возможность служить своей родине и защищать ее интересы. Медаль «Боевое содружество Олагов». Медаль много разница от главного почему тергуешь, свой тергуешь, это адан соревнуешь, меч адан дала, это проблема. В завершении зрителям представили концертную программу с участием ансамбля и звезд чеченской эстрады. Юбилей объединенной группировки войск – это знаменательная дата, которая отмечает не только достижения военнослужащих, но и важность их вклада в обеспечение безопасности России. Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. Проводить их в путь прибыл председатель правительства Магомед Даудов. В своей речи он пожелал им успешного выполнения боевых задач. Все бойцы прошли ускоренный курс огневой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа. Вопрос обеспечения их снаряжением контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Многие из ребят направляются туда не в первый раз, но каждый из них настроен на борьбу с врагом до победного конца. Сплоченность и решимость группы впечатляют. Подготовка на высшем уровне. Всего достаточно. Инструктора опытные, хорошие. То есть тактически мы полностью будем подготовлены. Заходим хорошо, что конкретно чувствую при вылете на СВО. Это не первый мой заход, тем более в Ахмат спецназе я уже был, знаю командиров, достойные люди, все довольно неплохо. Никакой тревоги нет, победа за нами. Спасибо фонду Ахмат Хаджи Кадырова. Полностью обуты, одеты, ни в чем не нуждаемся. Мы выполняем свою работу, мы защищаем свою родину. И с каждым разом мы набираемся мужества и профессионализма, будем видеть врага. Уполномоченные по правам человека и муниципальные органы власти будут тесно взаимодействовать. Одна из главных задач – это рассмотрение вопросов граждан и проведение юридических консультаций. Межрайонный представитель уполномоченного был назначен в Шаройском районе. Работая на месте, он будет вести прием граждан и рассматривать их обращения. Глава администрации муниципалитета выразил готовность к взаимодействию. Уполномоченные Мансур Салтаев и Рамзан Магомедов договорились укреплять свои контакты в вопросах защиты социальных прав граждан. Мы сейчас в каждом районе проводим совещания, интересуемся ситуацией. Сегодня решили приехать к вам, послушать чаяния людей, вопросы людей. Нам очень интересна такая ситуация на местах. Очень стало приятно, что и асфальт есть, и инфраструктура у вас налажена, и свет, и газ, и интернет. Я смотрю, интернет. В Грозном начала работу осенняя сессия Конгресс-выставки «Точная медицина. Здравоохранение Юга». Формат мероприятия включает несколько направлений – выставку медоборудования, семинары и конференции. В первый день обсуждались вопросы эффективного управления медицинскими организациями. Об атмосфере образования и нетворкинга Аида Магомаева. В Грозном двухдневное мероприятие объединило ведущих экспертов, медицинские организации, производителей медицинского оборудования, предоставив уникальную платформу для обмена знаниями, опытом и идеями. Выездная осенняя сессия Конгресса выставки «Точная медицина. Здравоохранение Юга» в республике проводится впервые. Мероприятие стало результатом просьбы делегатов, которые выразили желание познакомиться с рынками региона и оценить его потенциал. Поскольку все наши постоянные участники, а мы делаем эти мероприятия в других городах, попросили познакомиться с вашим регионом, с вашим рынком. Это наше пробное, тестовое мероприятие, и мы посмотрим, насколько оно будет эффективно
и, возможно, продолжим здесь тоже наше присутствие ежегодное. Первый день был посвящен бизнес-конференции «Эффективное управление медицинскими организациями», которая собрала руководителей клиник из разных регионов страны. Ведущие спикеры-эксперты в сфере медицинского бизнеса поделились практическими рекомендациями по управлению медицинскими организациями, развитию систем маркетинга, а также построению эффективных команд. Согласие, отказ от передачи данных в ЕГИСЗ. Скажите, вы будете спрашивать у своего пациента, можно я другой прибор использовать буду? В порядке оснащения такой стоит, а я буду использовать другой. Слушай, можно я по буренькому там врача, у которого нет аккредитации, использую? Нет, это нарушение лицензионных требований. Тогда почему вы спрашиваете у вашего пациента, можно ли я нарушить лицензионные требования и не передам твои данные в ЕГИСЗ? Юридически это некорректно. Мероприятие демонстрирует, что медицина не стоит на месте и постоянно развивается. Современные технологии и инновационные решения позволяют спасать жизни людей, улучшать качество их жизни и делать медицинскую помощь более доступной. 24 компании из разных регионов России собрались в Грозном, чтобы представить свои новейшие медицинские приборы и оборудование, которые позволят провести диагностику и лечение на самом высоком уровне. Одной из таких компаний является Orthorent, производитель медицинского оборудования для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также периферической и центральной нервной системы. Мы приехали сюда с роботизированным комплексом, беговой дорожкой и экзоскелетом. Комплекс позволяет восстанавливать функцию ходьбы, бега, вертикализировать пациента, возвращать все необходимые нейронные связи, которые позволят пациентам восстанавливаться и вести здоровый образ жизни. А также у нас представлен эксклюзивный аппарат, неинвазивный нейромышечный электростимулятор, который позволяет восстанавливать функции речи, глотания, подходит при реабилитации таких заболеваний, как дисфония, дисфагия, дизартрия. Очень широкий спектр применения. И наш маленький представитель механотерапии Orthorent Кист для восстановления суставов кисти. На второй день Конгресса запланирована научно-практическая конференция «Новые технологии от диагностики до лечения. Женское здоровье». Она соберет врачей разных специальностей – УЗИ-диагностов, гинекологов, маммологов, неврологов, терапевтов и других. В рамках конференции представляются новейшие технологии в области диагностики и лечения женских заболеваний, а также поднимутся актуальные проблемы и перспективы развития женского здоровья. Аида Магомаева, Шамсуди Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.